Сроки призыва в этом году как никогда сжаты, но приказ будет выполнен, заявляют работники военного комиссариата. Всего от Малгобека и Малгобекского района ряды вооруженных сил должны пополнить 60 человек. Это около 20% от наряда на всю республику. Это распределено было 38 человек на муниципальное образование Малгобекский район и 22 человека на город Малгобек. Из них на сегодняшний день отправлено на военную службу по призыву 29 человек. Но согласно заданию осталось 31 человек. Ежедневно представители администрации и работники комиссариатов проводят подворовые обходы, общаются с родными призывников, объясняют необходимость и плюсы прохождения срочной службы. И тем не менее без уклонистов не обходится. В военном комиссариате Малгобека с начала весеннего призыва в Следственный комитет передано 12 материалов. Дома выходят родители, брат, сват, там, не знаю, кто там выходит и говорит, что призывника нет дома. Где его только нет, только не дома. На севере, на учебе, на больничном, курорте. Вот где только его нету, только дома его нету. Есть уклонисты, которые на сегодняшний день получили повестки, не являются по повесткам военного комиссариата для прохождения медосвидетельств, для уточнения документов воинского учета, для отправки в воинскую часть. И такие есть. Вот эти уклонисты, а на них личные дела, материалы личных дел передаются в следственные органы, на них возбуждается уголовное дело. Сейчас новобранцы продолжают проходить медкомиссию. Годен ли по состоянию здоровья человек призывного возраста, определяют 8 специалистов. Ежегодно медосмотры не проходят около 20% призывников. Если молодой человек нездоров, важно вовремя прийти на осмотр и получить справку о непригодности. То же самое касается тех, кто учится или же являются опекунами. Человек имеет инвалидность, имеет действительно инвалидность, он действительно больной, все документы на руках. Приходит к нему с повесткой, вызывает его, он не идет ни на один, ни на второй призыв. И вот годами вот этот контингент накапливается, и цифра ощутимая бывает в военкомате, потому что никак, у нас же как, получил инвалидность, сидит, он не несет документы, не проходит. А для того, чтобы он получил военный билет, гражданину надо явиться в военный комиссариат со своей амбулаторной картой, с выписками, со всеми по истории болезни его, пройти медицинское освидетельствование. Служба в армии учит ребят не только обращаться с оружием, защищать себя, семью, свою страну, но и дает ряд других преимуществ. Отслужив по призыву, гражданин получает право на льготное поступление в государственные вузы. Возможно, замена вступительных экзаменов с собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам. Очень часто в государственных структурах обязательным условием приема на работу является служба в вооруженных силах. Он имеет право по закону после службы по призыву в течение 3 месяцев восстановиться на ту работу, откуда он был призван на военную службу. То есть над ним сохраняется его рабочее место. Но все равно почему-то многие увольняются, чтобы не получить повестку. Мотивация в том, что дальше есть, насколько объясняли нам, доводили, что и в структурные органы в дальнейшем преимущественно будут брать только граждан с военным билетом на руках, которые отслужили, имеют опыт службы. Новый облик вооруженных сил России разительно отличается от того, что было раньше. Помимо того, что срок службы уменьшился с 2 лет до 1 года, произошла гуманизация службы. Срочников по возможности направляют вблизи места жительства. В увольнении можно надевать гражданскую одежду, связываться с родными по мобильному телефону. Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами шведского стола. В подразделениях установлены душевые кабины, стиральные машины. Военный комиссар призывает молодых людей не уклоняться от службы в комфортных условиях и отдать долг родине. Очень часто не понимают и родители, что, уклоняясь от службы, их детей могут осудить по 328. По сегодняшним решениям суда, которые у нас проходили после весеннего призыва, призывники наказывались на 30 тысяч штраф. Но судимость, само решение судебное, оно проходит через суд. Поэтому эта судимость никогда она не уходит. Конечно, мы очень не хотим эту процедуру
проделывать очень не хотим, передавать, потому что молодые люди, это наши ребята, которые сегодня 18-19 лет получил судимость, это же на его семью отразится и дальше пойдет. Служить ингушские призывники отправятся в элитные войска, зенитные, ракетные, войска военно-морского флота, Национальной гвардии, воздушно-космические и ряд других. В целом на военную службу в стране будут призваны 120 тысяч человек от 18 до 27 лет. Завершится призыв до Нового года. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.